Расул Гамзатов. Родной язык. Всегда во сне нелепо все и странно. Приснилась мне сегодня смерть моя. В полдневный жар в долине Дагестана свинцом в груди лежал недвижно я. Звенит река, бежит неукротимо, забытый и ненужный никому, я распластался на земле родимой, пред тем, как стать землею самому. Я умираю, но никто про это не знает и не явится ко мне. Лишь в вышине орлы клекочут где-то и стонут лани где-то в стороне. И чтобы плакать над моей могилой о том, что я погиб в отсвете лет, ни матери, ни друга нет, ни милой, чего уж там, и плакальщицы нет. Так я лежал и умирал в бессилье, и вдруг услышал, как невдалеке два человека шли и говорили на мне родном аварском языке. Полдневный жар в долине Дагестана, я умирал, а люди речь вели о хитрости какого-то Гасана, о выходках какого-то Али. И, смутно слыша звук родимой речи, я оживал, и наступил тот миг, когда я понял, что меня излечит не врач, не знахарь, а родной язык. Кого-то исцеляет от болезней другой язык, но мне на нем не петь. И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Я за него всегда душой болею. Пусть говорят, что беден мой язык, пусть не звучит с трибуны ассамблеи, но мне родной, он для меня велик. И чтоб понять Махмуда, мой наследник уже ли прочитает перевод? Уже ли я писатель из последних, кто по-аварски пишет и поет? Я жизнь люблю, люблю я всю планету, в ней каждый, даже малый уголок, а более всего страну Советов, о ней я по-аварски пел как мог. Мне дорог край цветущий и свободный, от Балтики до Сахалина весь, я за него погибну где угодно, но пусть меня зароют в землю здесь. Чтоб у плиты могильной близ аула аварцы вспоминали иногда аварским словом земляка Расула, преемника Гамзата из Цада.